Переговоры в Стамбуле без крика, но с подозрениями. Есть ли шанс на договоренности или идет игра на время? Кто на самом деле диктует условия? Украина снова ударила по самому больному. Новая атака по российскому самолюбию. Сгорела техника, которую охраняли как зеницу ока. Эпические баталии в Польше. Бомба с часовым механизмом – это не фигура речи. Что произошло на выборах? Вторая атака за месяц, нападение на нацию, люди в панике, полиция сбита с толку, теракт или просто инцидент. Протест охватил 30 городов, началось с крыши вокзала, теперь рушится режим. Что стоит за кулисами переговоров? Это и многое другое, самое важное и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите новостной выпуск «Нехта», оперативно о событиях в России, Украине и мире, раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. Российская и украинская делегация провели переговоры в Стамбуле, хоть и обе стороны встретились с тем же составом, по крайней мере, с одной стороны в результат не сильно верят. Сейчас в Стамбуле находится наша команда. Утром я разговаривал с министром обороны. Они готовятся к встрече. Не уверен, что россияне готовы к продуктивному диалогу, но мы всегда должны рассчитывать на какие-то решения. Для нас очень важно, конечно, безоговорочное прекращение огня. Прекращение огня и гуманитарные вопросы, такие как возвращение похищенных детей, обмен военнопленных и принятие всех мер в интересах других заключенных, гражданских и журналистов, политических заключенных. Очень важно, чтобы все они вернулись домой. А как думаете вы, несмотря на публичное заявление, удастся ли о чем-то договориться в Стамбуле? Пишите в комментарии под этим видео, не забывайте, что ваше мнение очень важно. Фурофобия набирает обороты в России. Зараженные боятся больших машин и дронов, а если видят их вместе, то может дойти даже до сердечного приступа. Фуры поставили просто в сторону. То есть фуры тормозят все. Я так поняла, что если вы на фуре, даже вообще не выезжаете. Вы просто будете здесь стоять и до горизонта. Украинская операция «Паутина», о которой мы говорили в предыдущих выпусках, поспособствовала распространению разных штаммов посттравматического расстройства по всей стране агрессору. Эта операция пощечина всей военной машине Кремля. Дроны Украины проскочили мимо ПВО и РЭП, нанеся точные удары там, где у России, казалось бы, было все под контролем. Удары были настолько точны и неожиданны, что российские генералы снова остались в дураках. Буквально под носом у них сгорела элитная техника. Потери подсчитывают, но мы можем уже сказать, какие машины были на этих аэродромах. Стратегическая авиация – это часть нашей ядерной триады. То есть били-то не просто по самолету, а били именно по самолету носителя специального спецбоеприпаса. А точнее ракеты Х-55, которых 16 штук грудится, Ту-95, и он пошел. И пол-Америки может спокойно снести один самолет. Вот в чем дело-то. Теперь, внимание, вопрос. Кто головой отвечает за ядерную триаду? Но Москва снова достает свое любимое пугало – ядерное оружие. Пропагандисты, так называемые военкоры и даже одиозные политологи заявляют, Украина посягнула на ядерный потенциал России. А значит, пора бы и удар нанести в ответ. Но аналитики Института изучения войны дают четкий ответ. Все это очередное бряцанье ядерными мускулами, чтобы запугать Запад. Вой стоит каждый раз, когда Украина наносит успешный удар. Но дальше слов Кремль, как правило, не идет. Ни один из прошлых успешных ударов ВСУ по стратегическим объектам, включая заводы, бомбардировщики и аэродромы, не вызвал никакого ядерного ответа и не вызовет. Операция Украины по удару дронами по стратегическим российским самолетам может, по крайней мере, временно ограничить способность России наносить дальнобойные удары. Россия, вероятно, столкнется с трудностями при замене поврежденных или уничтоженных самолетов. В Институте изучения войны подчеркивают, теперь Россия вынуждена будет перераспределять ПВО на более широкие территории, и в этом главный эффект удара. Придется рассредоточить силы, потратить ресурсы и затыкать дыры. А мы поговорили об этом с военным аналитиком и экс-сотрудником Службы безопасности Украины Иваном Ступаком, который не совсем соглашается с аналитиками Института изучения войны.
ПВО, наоборот, они оставят больше в прифронтовой территории, а вот тыловые регионы будут накачивать средствами радиоэлектронной борьбы, которые они могут производить, мобильными патрулями, которые будут мобильные огневые группы, которые будут находиться возле аэродромов, складских помещений каких-то. Плюс будет накачка работы, это ж такая работа реакционная, реакция. Вот произошло что-то, у нас реакция на это. Конечно, теперь будет ГИБДД досматривать все грузовые машины, залазить на крышу, залазить, не знаю, там, под днище смотреть, проверять документы, все подозрительные машины в радиусе там, 10-15 километров, которые появляются вокруг аэродромов, их будут досматривать, камеры видеонаблюдения будут ставить. Но, забегая наперед, скажу так, украинские спецслужбы 2 раза один и тот же трюк не используют. Поэтому пусть готовятся, пусть принимают меры. Ожесточенная борьба, где вместо патронов человеческие судьбы. Но все остались живы, хоть и есть проигравшие и победители. Но процесс шел настолько на равных, что до последнего никто не знал, кто же станет президентом Польши. Второй тур прошел 1 июня, официальные подсчеты провели уже к утру 2 числа, и минимальный отрыв привел директора Института национальной памяти в президентское кресло, но оставил мэра Варшавы мэром Варшавы. Кароль Навроцкий-Тадеуш получил 10 миллионов 606 тысяч 877 голосов. Это приблизительно 51%. Рафал Казимирш-Трzaskowski 10 миллионов 237 тысяч 286 голосов. И это чуть более чем 49% голосов. Национальная избирательная комиссия определила, что в повторном голосовании 1 июня 2025 года из 2 кандидатов на пост президента Республики Польша он получил больше голосов, и в соответствии со статьей 126 пунктом 6 Конституции Республики Польша и статьей 292 пунктом 4 Избирательного кодекса Кароль Тадеуш Навроцкий избран президентом Республики Польша. На президента Rzeczypospolitej Polskiej. И оба кандидата действительно шли ноздря в ноздрю. Экзит-полы показывали победу Трzaskowskiego уже после закрытия участков. Сначала демократический лагерь возлагал большие надежды на то, что, несмотря на все данные, которые были проанализированы ранее, президентом станет Trzaskowski. Но затем наступила реальность. Самым популярным кандидатом оказался Кароль Навроцкий, который победил с перевесом почти в 400 тысяч голосов, что является довольно хорошим результатом, учитывая поляризацию и раскол польского общества. Будет видно, как изменится политика Польши и как президент, который представляет фактически оппозиционную партию, будет ладить с премьер-министром. Теракт в самом центре США. Пешеходная улица в Колорадо. День. Толпа людей выходит на акцию. Они требуют освободить заложников, которых удерживает Хамас в Газе. И вдруг огонь, паника, крики «Свободу Палестине!» Прямо в толпу летят бутылки с зажигательной смесью. Люди бегут. В результате 8 ранены. Среди них пожилые, старше 80 лет. 45-летний Мохаммед Салиман бросил коктейли Молотова в мирных демонстрантов. ФБР очень неожиданно оценило его действия как намеренные, будто бы можно приготовить и кинуть коктейль Молотова случайно. Скорее всего, он действовал в одиночку, сейчас задержан. ФБР уже официально называет случившееся террористической атакой, а власти штата преступлением на почве ненависти, ведь все жертвы евреи. Именно за это, по версии следствия, они и стали мишенью. Но полиция штата имеет свою версию, говорят, пока это не теракт. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отреагировал жестко. Он призвал США довести дело до конца и наказать виновного, а заодно обвинил в происходящем волну антисемитской агрессии, и не только в Америке. Это уже второй резонансный случай за месяц. В мае в Вашингтоне расстреляли 2 сотрудников израильского посольства после мероприятия в еврейском музее. Тогда стрелял пропалестинский активист, член леворадикальной группы.
Он тоже выкрикивал «Свободу Палестине!» И вот теперь атака в Колорадо. Люди, которые каждую неделю выходят на мирные акции, теперь боятся за свою жизнь. Организаторы движения Run for Their Lives требуют усилить охрану мероприятий. Но тревожит не только это. После нападения всплыли и политические разборки. Правая оппозиция обвиняет Белый дом в том, что нападавший якобы нарушал визовый режим и незаконно получил разрешение на работу при прошлом президенте. Эта версия пока не подтверждена, но вброс уже сделал свое дело. В США снова разгорается скандал вокруг иммиграционной политики. Вучича в отставку. Белград захлестнула волна ярости. В воскресенье сотни протестующих перекрыли ключевую транспортную артерию столицы – мост Газела. Свистки, плакаты, громкие лозунги. Город кипел. Люди вышли на улицы не просто так. Поводом стал трагический обвал крыши ЖД вокзала в Нови-Саде, унесший жизни более 10 человек. Но это только вершина айсберга. Во главе протестов студенты, именно они организовали эту акцию, за ними вся страна. В 30 городах по всей Сербии прошли митинги. Каждый день, без пауз. И это уже не просто демонстрация, это прямой вызов Александру Вучичу, который удерживает власть уже 12 лет. Мы выступаем за досрочные парламентские выборы, чтобы изменить текущую ситуацию в стране. Каковы ваши критические замечания в адрес этого правительства? Оно полностью хаотично. Основная проблема — отсутствие регулирования в стране. Практически все квази, все поддельное. Протестующие требуют не только наказать виновных в трагедии, они открыто обвиняют власть в коррупции, халатности и тотальной некомпетентности. По их словам, гибель людей — прямое следствие системной гнилости власти. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.